Испытано на себе. Испытательный полигон Северо-Восточного федерального университета – это площадка для тестирования техники и технологий дорожного строительства. Полигон был открыт в 2019 году на территории опережающего развития индустриальный парк Кангаласы. Он представлен несколькими скоростными автомобильными треками с различными типами дорожных покрытий, уклонами и поворотами. Здесь в условиях якутской зимы проводятся тесты зимних шин. Как это происходит, мы расскажем вам в этом выпуске. В Северавто мы шинники, мы работаем над тем, чтобы российские автомобили были обуты по погоде, чтобы шины соответствовали климатическим условиям, требованиям российских автолюбителей. А почему выбор пал именно на полигон Северо-Восточного федерального университета? Да, дело в том, что это уникальная площадка, благодаря, опять же, той самой научно-технической базе, которая располагает факультет, и, собственно, погодным условиям Республики Саха. Здесь стабильный минус, и для нас это очень важно, потому что параллельно с этим тестом мы рассматривали еще несколько площадок, в частности в Подмосковье, откуда, собственно, компания Северавто и приехала. И мы столкнулись с тем, что погодные условия Подмосковья сейчас очень нестабильные, и мы буквально ждали выпадения снега, потому что весь январь было мокро и при плюсовой температуре, да, мы жили. Это очень аномальная погода, которая, собственно, наложила определенные коррективы на наши планы по тестированию. И здесь очень приятно в Республике Саха, что здесь стабильный минус, и погода не приносит никаких сюрпризов именно в ход испытаний. Поэтому здесь мы уверены, что мы, согласно тех сроков и целей, испытания проведем и в ледовых дисциплинах, и в снежных дисциплинах. Поэтому здесь испытания должны пройти стабильно. Подготовили на новой локации испытательные треки по европейским стандартам. Лед, снег. Именно локация у нас на одном большом озере, поселке Капитоновка. И здесь мы производим лабораторные дорожные испытания именно автомобильных шин, которые продают наши сегодняшние гости. Они активно давно работают, уже лет 15 на рынке. И они привезли с собой 8 разных 8 видов шин разных производителей. И они проверяют на наших условиях при низких температурах, какие шины устойчивы для низких температур наших. И они, естественно, будут представлять эти шины на продажу. И зная качество, они так сами говорят, мы хотим узнать качество шин, которые мы продаем, мы распространяем. Поэтому они впервые в Якутии, ребята из Северавто, они настроены на то, чтобы приезжать каждый год, проверять шины, которые они выставляют на продаже, зимние шины особенно. То есть уже будет проверено, да, в Якутии. Но вот здесь у нас сейчас мы видим, это ледовый трек, да? Да, это ледовые трассы, да. Здесь у нас есть и замкнутая ледовая трасса, и прямолинейная ледовая трасса, которые именно по требованиям лабораторных испытаний мы определенной длины, определенной конфигурации делаем. Здесь же разными виражами и так далее, чтобы на скорости при торможении какие эффекты чувствует водитель. Это субъективное мнение наших, допустим, экспертов, водителей. Очень важно для наших клиентов. Они на этом не только показания приборов, да, а объективные показания, что они чувствуют во время езды именно по ледовой трассе. У нас импонирует то, что и производителя, и наших клиентов это натуральный снег, да, который формировался при
очень низких температурах. Кристаллы льда, кристаллы снега и так далее, они особенные, которые формируются в наших условиях. Мы каждый год развиваемся. У нас команда постоянная, которая уже 2012 года формирует, готовит ледовые снеговые трассы по требованиям европейского стандарта. И они всегда высокого качества. И надеюсь, что результаты будут очень высокого качества. У нас никаких нареканий со стороны клиентов не было. И у нас предстоит в будущем март месяц очень плотно, да, 4 уже, так сказать, клиента нас ждут в марте месяце. Испытано на себе. Итак, друзья, сегодня у нас испытание шин идет достаточно интенсивно. Там плюс еще очень много прессы. Поэтому пока есть время, мы увидели такой классный трактор. И так как у нас проект испытан на себе, то, конечно же, я попросил Василия, если есть возможность, допустим, немножко на нем порулить. Василий сейчас мне расскажет, тут очень много рычагов. Да, ну я по педалям понятно, сцепление, Да, сцепление, газ, тормоз. газ, Как в тормоз. машине. Вот Дальше? эта передача, это повышенная, пониженная. как А на какой первая. надо ехать? А вот это нижняя, которая задняя, передняя. Вот это первая малая, вторая как бы быстрая. Она у тебя и так включена на зайца как бы. Ага. Сейчас сначала Сейчас я какое сцепление Давай, нажимаю? Сцепление нажимай и на первый вот это. Вот сюда. Ага. так. Потом, А потом вот эту Вперед на R. даже, да? На R. R. Вниз. Да, вниз. Это не задний ход? Задний ход. А, нам назад сзади, надо, да? потом налет. Все. Так, Вот это сначала вот это проверяешь. Вот. отвал. Отвал. Вот это И- отвал? И задняя щетка. Вот это. Вот До упора, вниз. да? До упора, да. Ага, поднялась, а это Мгм. также опускается Да. и поднимается. А вот это вот поворот туда, поворот все. Но сюда. она не нужна, да? Лед Нужна. чистим. Нужна, да? Мгм. Так, заднюю включил, Так, да? заднюю включил. Мгм. Так, пробуем аккуратно. Ну, наверное... Полностью развернется, да? Да, да, полностью. Вот. Так, Теперь на вторую передачу сразу можно. вниз, да, вот так. Ага. Так, сюда и сюда. Во, включилось. Воткнулась? Да. Теперь можешь ехать. Ну, И это в мало. основном основная скорость, да, которая? Ну, или там Да не, побыстрее? ну, основная на втором, на третьем. Как бы. Еще вот это переключаем. Ага, да? можешь переключить, когда налет. Ага. Вот сейчас. Кстати, немножко как будто... Это же гидрообъемное, да, управление? Ну да. Он немножко... Вот сейчас заезжаем, тормоз нажим. Вот сюда? это сцепление. Вот. И скорости. Ага. Вот это? Вот. Теперь вот это надо вниз. Ага, так. А, нет, пока не вниз. У нас щетка вот так. И Ага, как бы, туда. да? Да. И заднюю щетку тоже, да? И задняя. Да, сначала вот щетка. Сцепление нажал, да? Ага. Это чтоб крутилось. Все, привод, да? Ага. Так, опускаю, да? Да. Можно пустить. Вот это тоже. Ага. Во. Так, теперь у меня... Это первая, да? Вот это вот первая, а это вторая. Лучше На сейчас второй. вторую, да? Мгм. Так, вторая. А тут пусть будет первая, Да, да? пусть будет. Так, и поехали. Прямо идем, да? Вот туда иди. Направо? Ага, направо. сюда, да? Да, да, да. О. Будем чистить сейчас вот эту, да, площадку? Ну да. Можешь по прямой. Ну как угодно можешь. Ага. Потом опять почище. Хорошо, да, я потом передам тебе руль. А так в целом нормально иду, да? Ага. Все нормально.
Ну давай я сейчас туда проеду, там развернусь и обратно. И Да. в принципе будет Можешь на достаточно. вторую, на третью переключить. А, попробую. Ну, на Хорошо. вторую можешь, как на лед. Ага. Так, ну что, поехали. Наверное, можно было и стартовать со второй скорости. Так, все работает. У меня почему-то улыбка не сходит с лица. Круто. По полям, по полям. Красный трактор едет к вам. Так. Получается, что ковш, скорее всего, отвал делает свое дело, приходится руль немножко подруливать. Так, здесь, наверное, повернем, однако. Если что, потом подправят. Пойдем. Так, стоп. Машина. Задний ход. Так, это вторая была. Задний ход и первый. Вот так вот. А, стоп, надо поднять нам. Поднимаем ковш, разворачиваемся. Так, стоп. И теперь... Так, это у нас первая скорость. Тут можно... Сейчас включаем вторую. И тут вторую попробуем. Опускаем отвал. И опускаем нашу щетку. И поехали. В машине, кстати, очень жарко. Не знаю, где выключается печка, но думаю, это неплохо для трактора. Круто, круто. Я вижу, что уже подъехала тестовая машина, так что скоро сядем за руль уже стандартного автомобиля. И посмотрим, каково это. Кажется, я неправильно чуть-чуть посередине сделал полосу. Так, стоп. Нейтралочка. Так. Так, кажется, все. Отпускаю, да? Ага. Отпускай. Все. О, Василию большое спасибо. Ага. Супер. Но немножко, по-моему, чуть-чуть не попал по полосе, Ну да? да. Но в целом и Ничего. жарко, кстати, у тебя здесь. Ну, вот Круто. печка. А, Сам бипаста один стоит. Ну, соляну. ясно. Спасибо большое. Удачи, Мгм. хорошей работы. А, вот как надо. Я с первой на вторую не успел переключить.
Это уже третья, наверное. О, как уверенно ездит. Конечно. Испытано на себе. А можете назвать, какие самые главные критерии вот при тестировании шин? Вот, что именно берется как за основу? Да, конечно. Если мы говорим про зимние шипованные колеса, Россия — это традиционно рынок шипованных шин. И как никогда для шипов важно то, как они ведут себя на льду. Важно также еще то, как они себя ведут на укатанном снегу и на глубоком снегу, конечно, потому что не всегда дороги прям идеально покрыты льдом. Скорее всего, это дорога, асфальтовая дорога, покрытая либо наледью, либо плотным укатанным снегом. И мы, соответственно, здесь будем оценивать шины в двух основных дисциплинах. Это разгон, торможение на льду и время на круге. То есть вот в частности разгон и торможение на льду показывает объективно сцепные свойства шипованных шин на этих двух поверхностях, а время на круге показывает то, как шина управляется, то, как она позволяет, добавляет контроля рулю, добавляет уверенности водителю в том, что автомобиль действительно держит траекторию и его не уводит в сторону, он держит именно ту траекторию, которую водитель закладывает рулем. И, собственно, вот за управляемость и сцепление на льду, на укатанном снегу шипованные колеса должны в полной мере отвечать. Эти показатели мы измерим объективно, благо научно-исследовательская база института, она позволяет это сделать. Это очень радует. Скажите, а сколько комплектов шин вы привезли на тестирование? Да, спасибо за вопрос. Мы привезли довольно много шин, это целых 8 комплектов. И примечательно то, что среди этих 8 комплектов есть шины Armstrong, которые мы привезли в 2 модификациях шипа. И, соответственно, здесь мы будем тестировать экспериментальный шип для того, чтобы улучшить потребительские свойства этой модели в следующих сезонах. Про Armstrong еще есть смысл упомянуть то, что это бренд, который родился в США, и он производится с 1912 года. Соответственно, примечательно то, что здесь на тесте представлено... С 2012. С 1912. То есть бренду более 100 лет. Бренд, все, понял. Да, более 100 лет, совершенно верно. Ага. И, соответственно, примечательно то, что сюда, в Республику Саха, мы привезли 2 комплекта, и, собственно, один из них вы можете увидеть здесь. Это здесь сейчас мы видим шину с текущим шипом, а экспериментальный шип, который должен усилить потребительские свойства и сцепление на льду, сейчас как раз проходит тестирование. Примечательно, что модель Armstrong Ski-Track S была разработана коллегами в испытательном институте за пределами России. Значит, и этот испытательный институт специализируется на разработке колес, предназначенных для так называемых нордических рынков. Это Россия и Скандинавия. То есть те рынки, где разрешено использование зимних шипованных шин. Тот же исследовательский институт разрабатывает, соответственно, колеса для 3 мировых шинных гигантов, названия которых я здесь уже не буду произносить, потому что эти шины больше не актуальны на российском рынке. Но вот эта модель является самой современной разработкой среди всех тех моделей шин, которые этим институтом разрабатываются. И, соответственно, сцепные свойства этой модели, прежде чем она начала поставляться в Россию, были оттестированы на скандинавском полигоне в Арвитьяуре. Ну, я вижу, что это новый такой комплект, да? Вот здесь еще есть шины, которые, скорее всего, уже прошли испытания, да? Да, совершенно верно. Тест уже сегодня проходит 3-й день. Вот, поэтому большинство комплектов уже прошли испытания ледовых дисциплин. Благо, с погодой нам сегодня еще раз повезло, и выпал снег. И сегодня у нас как раз проверяются снежные дисциплины, а именно сцепление на снегу. Это, опять же, разгон на снегу, торможение на снегу и время на круге. То есть, можно сказать, погода как по заказу. Все верно. Да, все верно. Друзья, ну что, сейчас мы перенесемся с вами уже на полигон, где уже непосредственно вблизи посмотрим и увидим, как производится тест зимних шин. Испытано на себе.
Так, ну что, сейчас мы уже находимся внутри тестового автомобиля. Это автомобиль Kia. Вадим, тестировщик, можно сказать? Да, да. Тестировщик. Вадим, расскажи вот про основные принципы, вот на что ты обращаешь внимание и вообще основная вот цель и основные, может быть, параметры, по которым ты ездишь по треку. Ну, вообще, есть много видов теста. То есть трасса замкнутая, кривая, есть прямая. Также есть именно вот снег, лед, ну, вот, две трассы. Мы в основном измеряем, за сколько секунд она разгоняется, сколько метров тормозит. А вот эта замкнутая трасса, мы ее как бы на свои ощущения. То есть уже смотрим, как машина себя ведет в разных ситуациях, то есть на поворотах, при разгоне. Вот, в принципе. Ну и в целом получается, допустим, такой немножко как бы субъективный, но в то же время объективный результат получается. Да. Мы записываем свои результаты на VBox, это GPS-регистратор. Кстати, да, вот он находится здесь, и антенна я видел на крыше стоит. На крыше стоит. Она связывается со спутником и измеряет 10 раз в секунду, по-моему. Перемещение машины. То есть, да, это непростая штука. Такой GPS-регистратор получается. Да. Так, ну вот сейчас попробуем. Я давай пока буду сдавать задним ходом. Где у нас ремешок? Пристегнемся. Так. Там примерзли, да? Да. Тут, когда машина двигается, очень много снега. Снежная пыль. Я не буду, да, сразу скажу, что как ты ездить, да, жестко, но хотя бы так попробую. Наверное, главное привыкнуть еще к автомобилю. Есть какие-то нюансы по этой трассе? Нюансы по трассе. Есть пару поворотов, которых вообще не стоит газовать. Аккуратненько. Аккуратненько. Ну, ты мне предупредишь об этом. Да. Хорошо. Сначала просто можете проехать, посмотреть. Так, поедем. Круг сделаем. Вот. Машина переднеприводная, да? Машина переднеприводная. Специально отключаем датчик ABS, чтобы уже полностью шину ощущать без помощи какой-либо. Так, это обычный поворот. Да. Я тут видел, ты тут газовал. Так. Это первый. Я вообще, если надо сказать, не особо прямо скоростной водитель. Для меня вот это даже то, что мы сейчас как едем, скорость приемлемая. Вот основные такие повороты, где больше машину заносит. А так ты являешься сотрудником, да, авто... Я вообще являюсь студентом. Студентом? Да, АДФ. Угу. То есть первые испытания у нас происходили Хатамыряшком шоссе. Ага. То есть отец меня привел. Отец Андрей Дмитриевич. Приехали компания вот Bridgestone. Помогал, бегал везде. Немножко понимал. Потом то есть ты уже как бы, грубо говоря, с самого начала. Ну, не с детства, но уже как юношеские годы, да, ты уже был близок к этому. С каждым годом все улучшались, и трассы новые делали, и укатывали по-разному. А к тесту шин мы пришли вот недавно. Ну, как бы всю специфику поняли. Разные компании тоже приезжали. Они показывали. Ну, опытом делились. Вот на твой взгляд, вот я видел там несколько прямо, шины все шипованные, да? Вот, да. На мой взгляд, что в принципе они как бы одинаково все плюс-минус работают. Вот ты как тестировщик, вот, допустим, часто, допустим, меняешь колеса, например. Есть ли разница между вот этими? Есть разница. Чувствуется, да? И чувствуется она в основном, вот вчера испытывали лед замкнутый, такая же трасса, только ледовая, и прям заметно было. То есть первые шины у нас были вот. Их, то есть, я на них проехал пару кругов, понял их, потом дальше на время начал работать. Поменяли мы на как раз вот компания приехала.
Поменял и сразу заметил то, что начинает уносить машину. Ну, то есть Мгм. она начинает вилять. Мгм. Но управляемость как бы лучше. Понимаешь, куда она А. поедет. То есть газом больше работаешь, и Мгм. колеса гребут, куда тебе надо. Мгм. То есть у каждого не есть во своя всех машинах. специфика, Да, да? да, да. Но мы вот разговаривали, да, тут интервью брали у представителей, да, компании, то есть в целом даже шипованную резину обычно берут под свои какие-то, ну, потребности, да, там, Мгм. есть баланс между шумом, например, да, если более бесшумная шина, то она будет такая, ну, мелкие, как бы, да, Да. шипы, а если поагрессивнее, чтобы она прям цеплялась, то это уже, соответственно, и шипы должны быть поагрессивнее. Но тогда шум в салоне тогда будет. То есть Да. всегда нужно искать такую золотую середину. Так, ну, Это да. в целом, мне кажется, у меня скорость такая пенсионерская сейчас. Это вот этот, да, опасный поворот? Потому что Вот мне поворот, чувствуется, да. что он прямо... Пару раз мы Очень здесь крутой. вылетали. А. Так, сейчас мы попробуем затормозить перед вот стартом, да, и Мгм. попробуем один кружок так побыстрее проехать. Ну и вот поворот тоже. Ага, вот это тоже нужно притормаживать, да? А, они почти все, как это, острый угол, да, у них? Мгм. Так. Так, а где ты обычно притормаживаешь? Вот там, да? Да, у меня начало оттуда начинается. Так, сейчас мы уже на чистую попробуем проехать. Тормозишь здесь, да? Это или... Еще поворот и вот здесь. А, вот здесь тормозим, да? Мгм. О, как вкопанная. Так, ну что, давайте сейчас один кружок. И потом уже не будем Давайте отвлекать. Да, у нас- замерим скорость. как А, раз. давай. У тебя есть какой-то рекорд Подключим. твоего круга, да? Здесь? Есть, ага. Сколько секунд? Сейчас скажу. 68. Где-то, ну да, 68. 68 секунд, да? Мгм. Ага. Так, я не претендую ни на что, просто... Ага. Так, ну по твоей команде давай. Все, поехали. А, нет, давай тогда обнулим. Она, не так. А, как только Как двинемся? только А, движение всё, это я- начнется, да, она начнет считать. Так, ну поехали. Немножко тоже приехал ты сюда на заднеприводной машине. С передним приводом чуть по-другому уже все. Да. В повороте, наоборот, нужно дать газу, да? Да, Чтобы... вытянули. Так, здесь, по-моему, ты давал жару. Я что-то тут побаиваюсь. Так, вот здесь. Ага, здесь крутой поворот, да? Да. Так, еще притормозим лучше. Ну, еще с количеством кругов, наверное, соответственно, в самом Покрытие меняется. покрытие меняется. Да, Это тоже нюанс такой. есть такой нюанс. Так, тут тоже крутой поворот. Оп. Мгм. Так, главное в повороте не тормозить. Так. Мгм. Так. А, ну вот я только сейчас Чувствуете, да? как чуть-чуть стал чувствовать, да, вот только уже который пятый круг. Ну и давай здесь вот? остановимся. Ага. Здесь стоп, да? Вот, стоп. Чтобы до нуля был. Опа. Время 80 секунд 55. 10 секунд 55. Ой, ну, неплохо. Максимальная скорость 38. 38. Ну, спасибо большое. Мы не будем тебя отвлекать. Это очень интересно. У тебя задача такая. Мгм. То есть тест шин на самом деле действительно На льду и еще интересно. еще интереснее. Там Да. уже прямо... Там по-другому даже вот газуешь. Ну, Ага. то есть шинам не даешь свободно двигаться. То есть работаешь и газом, и тормозом. одновременно. То есть, Да. чтобы постоянно было сцепление с Да, дорогой. да. Нельзя упускать там этот момент. Да, ну вообще отрадно, что, конечно, у нас в Якутске, да, в республике к нам приезжают на полигон производители шин, да, допустим, дилеры, и тестируют свои зимние шины, чтобы быть тоже уверенными. И это большого стоит на самом деле. Прям Да. такая гордость. Гордость. Поэтому давай, Всё. удачной, хорошей работы тебе. Большое спасибо. Вам Всё. спасибо. Испытано на себе.
Ну вот обратите внимание, друзья, здесь у нас, я вот как бы сразу глаз упал на то, что, например, на одном из экземпляров, да, шин, которые тестируются, достаточно интересный рисунок шипов, то есть он не полностью как бы и вроде как и нелинейно сделан. Вот можете рассказать, с чем это связано? Да, это, вы обратили внимание на очень интересную особенность зимних шипованных колес. Здесь стоит обратить внимание на то, что во время прокатывания колеса, во время движения автомобиля, в пятне контакта оказывается одинаковое количество шипов, несмотря на то, что они расположены хаотично и, возможно, как вы заметили, кое-где как будто бы видны пропуски. Да, но на самом деле в пятне контакта всегда есть одинаковое количество шипов. Это первое. Второе, значит, если посмотреть на шину по пути ее качения, да, то мы вот обратим внимание на то, что шипы также еще расположены на не одной линии. Это называется многорядная шиповка. Если вот посмотреть вот так отсюда, да? Да, если посмотреть на шину фронтально, то мы как раз заметим особенность, ну, таких, будем говорить, что ли, инновационных колес, да, современных, где используется технология многорядной шиповки. Значит, что это такое? Это такая интересная особенность современных шипованных шин, когда при прокатывании колеса каждый шип, который накатывается на дорожное полотно, располагается, соответственно, на свежем льду, и таким образом этот лед твердый и повышается сцепление. Если бы, ну так, в сравнении, скажем так, с обычными там колесами, да, которые раньше выпускались, то там шипы попадают уже на рыхлый лед, который был разрыхлен при предыдущем прокатывании, и таким образом сцепление, конечно, будет уступать современным шинам. То есть там появляются такие борозды, да, которые пропиливаются, ну, грубо говоря, да, шипами, которые идут в ряд. Шипами, да. А здесь, получается, они расставлены как бы в разном порядке. В разные ряды, да, и поэтому у каждого колеса там может быть от 10 до 14 рядов, да, от 10 до 14 полос ошиповки, и поэтому это гарантирует то, что при прокатывании каждый шип попадает на свежий лед, таким образом лед твердый и сцепление на льду повышается. Ну, а также вот мы видим 4 абсолютно разных, да, шипа. Вот, в принципе, я так понял, что когда покупаются зимние шины шипованные, то нужно знать примерно в каких условиях, да, вы будете, какие задачи будут поставлены перед колесами. Вот, например, видим вот мелкие, да, шипы есть, какие-то есть вообще мощно агрессивные. То есть тоже, может быть, кратко так объяснить разницу. Да, ну, задача шипованных колес, она заключается как раз в добавлении уверенности водителю в том, что его автомобиль действительно сможет остановиться в нужную минуту в экстренной ситуации. И в целом, как бы, если говорить про то, чем шипованные колеса отличаются от фрикционных нешипованных моделей, то это как раз тот вопрос, который часто автолюбители задают самому себе: а где я буду кататься, где я буду применять шины. Ну, так вот, в принципе, и шипованные, и не шипованные колеса могут одинаково использоваться в суровых российских условиях. Обе шины, если они прошли сертификацию и имеют на боковине снежинку на фоне гор, да, то, соответственно, символ снежинка на фоне гор, то, соответственно, и то, и другое колесо, как фрикционное, так и шипованное, может использоваться с легкостью зимой в любом регионе России. Единственное, что некоторые люди, например, будут больше внимания обращать на комфорт в салоне, да, и, конечно же, таким автолюбителям лучше подойдут фрикционные модели. Если же человеку важна больше динамика автомобиля, то, как автомобиль ускоряется, то, как автомобиль тормозит, да, то таким автолюбителям лучше подойдут, наверное, шипованные все-таки колеса, потому что они добавляют, что ли, четкости управления, в отличие от более комфортных, мягких и плавных фрикционных колес.
Друзья, ну что, сегодня я себя испытал даже в больших дисциплинах, чем планировалось. То есть я не только тестировал шины, но и сегодня еще и удалось поездить на тракторе, который расчищает лед. Ну, а как видите, достаточно интересные конфигурации трасс. И то, что к нам в Якутию приезжают дилеры, приезжают производители и тестируют зимнюю резину, это, конечно, очень хороший факт. И хотелось бы пожелать полигону Северо-Восточного федерального университета развития. Ну и, конечно, чтобы все это было для того, чтобы мы с вами безопасно могли передвигаться по зимним дорогам. Это был проект «Испытан на себе» на канале Якутия-24. Испытано на себе.